чтобы, естественно, не занимать ничье время и не повторяться. У меня сухие выдержки, это такой правовой анализ материалов уголовного дела. Уважаемый суд, уважаемые участники судебного процесса, для меня действительно огромная честь выступать сегодня перед всеми присутствующими в суде, защищать Ахмеда Барахоева, одного из лучших представителей своего народа. Тем более зная, что все наши выступления будут смотреть каждый житель Республики Ингушетия, который я безмерно уважаю и люблю. Очень трудно выступать в прениях в настоящем деле. После таких блестящих выступлений моих коллег я постараюсь не повторяться, поэтому я решил свое выступление в прениях сделать очень кратким и сухим анализом настоящего уголовного дела по обвинению моего подзащитного Барахоева Ахмеда Османовича. Изучив материалы уголовного дела, обвинительное заключение, изучив доказательства, представляемые стороной обвинения в суде, я как адвокат пришел к следующим выводам. Это отсутствие совершенных и готовящихся планируемых преступлений экстремистской направленности Барахоевым. Отсутствие данных о том, что Барахоев является инициатором продолжения митинга. Отсутствие данных о том, что Барахоев призывал кого-либо применять насилие в отношении представителей власти до или непосредственно на митинге. Отсутствие данных о том, что Барахоев применял насилие в отношении представителей власти. Отсутствие данных о том, что Барахоев руководил митингом в несанкционированное время. Отсутствие данных о том, что ИКНЕ была создана с целью осуществления деятельности, направленной на нарушение прав граждан. Отсутствие данных о том, что Барахоев причастен к организации и осуществлению деятельности, направленной на нарушение прав граждан. В обвинительном заключении по каждому вмененному составу преступления указан список доказательств, которые, по мнению следствия и прокурора, изобличают Барахоева в совершении конкретного преступления. В ходе рассмотрения уголовного дела каждое доказательство изучается на предмет вопроса о его относимости, допустимости и достоверности в соответствии со статьей 88 УПК РФ. Так вот, все предоставленные стороной обвинения доказательства являются неотносимыми, недопустимыми и недостоверными в силу вышеуказанной нормы закона, и прошу суд исключить данные доказательства уголовного дела и прошу признать их таковыми при вынесении итогового решения по настоящему уголовному делу. Изучив уголовное дело, защита не обнаружила ни одного доказательства вины Барахоева ни в показаниях свидетелей и потерпевших, ни в протоколах следственных действий, ни в экспертизах и иных документах. Уголовное дело в прямом смысле слова построено на предположениях и домыслах следствия. В материалах уголовного дела отсутствует комплексная психолого-лингвистическая экспертиза в отношении видеозаписей, на которых содержится выступление Барахоева с целью определения отсутствия у него высказывания побуждения вызвать ненависть или вражду представителям власти. Грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства является неполнота следствия и получение доказательств незаконным способом, не предусмотренным УПК. Отсутствие экспертиз психолого-лингвистических не позволяет дать оценку действиям в части выступлений Барахоева, и ни у суда, ни у других участников судебного процесса не имеется специальных познаний. В ходе экспертиз устанавливается наличие или отсутствие призыва к каким-либо противоправным действиям, что также влияет на определение умысла совершения преступления. Следователь принял роль экспертов, специалистов на себя и сам сделал вывод, дописывая свое мнение в обвинительном заключении о наличии пропаганды, ненависти и подрыва авторитета должностного лица. Причем пропаганда ненависти и подрыв авторитета должностного лица не является преступлением. В соответствии с федеральным законом 114 понятие экстремистская деятельность, экстремизм, четко определен, и действия Барахоева не подпадают под данный закон. Результаты экспертиз также необходимы были для того, чтобы подтвердить, с каким умыслом Барахоев вообще занимается общественной политической деятельностью. Непроведение обязательных экспертиз указывает на неполноту и недостаточность для разрешения уголовного дела. В материалах настоящего уголовного дела отсутствует психологическая экспертиза в отношении Барахоева с целью установления его социального стереотипа и особенностей речевого поведения. Его поведение напрямую связано с имеющейся ситуацией. В том числе необходимо было понять,
какое влияние ситуации, разделение границ и так далее, там иные основания оказало на его психику, как он воспринимал данную ситуацию и в чем заключается его внутреннее желание добиться перерассмотрения раздела границ. Отсутствие в материалах уголовного дела вышеуказанной экспертизы также является неполнотой следствия и установлением не всех обстоятельств по уголовному делу. Изучение личности обвиняемого подсудимого является одним из основных этапов рассмотрения уголовного дела. По мнению стороны защиты, важным вопросом при рассмотрении данного уголовного дела является законность действий должностных лиц, как из числа Росгвардии, УМВД, так и правительства Республики Ингушетия и Конституционного суда. Непроведение референдума является грубейшим нарушением. Полагаться на то, что решение Конституционного суда относительно разграничения земель априори законно, недопустимо, так как этот вопрос является предметом рассмотрения Конституционным судом Республики Ингушетия. Барахоев обвиняется в совершении 4 преступлений. Это часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 318 УК РФ «Организация руководства преступлением, применение насилия в отношении представителей власти», статья 330 прим. 2 УК РФ «Неуведомление о втором гражданстве, срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истек, преступление окончено по истечении 60 суток после того, как субъект должен был подать соответствующее уведомление». Часть 3 статьи 239 УК РФ «Участие в некоммерческой организации, посекающей на личности и права граждан». И часть 1 статьи 282 прим. 1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества». Недостатки в предъявленном обвинении. Первое. Так как экстремистским сообществом признается только группа лиц, которая объединилась для совершения преступления экстремистской направленности, было бы логично, что подтверждается судебной практикой, если субъектам вменяли бы еще и преступление экстремистской направленности. Единственной надеждой для следствия и прочих могла бы быть являться ставка на то, что вмененная статья 318 может быть оценена как преступление экстремистской направленности. Все другие действия, опубликование видеозаписи и другие следствия никак не квалифицированы. Соответственно, это указывает на то, что имеющаяся группа лиц не объединилась для совершения преступления экстремистской направленности. Кроме этого, анализ статьи 318 УК РФ будет ниже. В случае прекращения преследования в части статьи 318 УК РФ в уголовном деле не остается ни одного преступления, с целью которого было создано вмененное экстремистское сообщество. Второе. Как в предъявленном обвинении, так и в материалах дела нет ни одного доказательства о том, что субъект участвовал в подготовке или планировании каких-либо преступлений экстремистской направленности. Оппозиция действующей власти не является экстремизмом, нет призывов к свержению, применению насилия и так далее. Третье. Все 3 состава тесно связаны между собой. 318, 282 прим. 1 и 239 УК РФ. Все 3 состава преступления расписаны в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого абсолютно одинаково. Это указывает на то, что следствие и прокуратура сами не могли их разграничить и навменяли, на что хватило фантазии. Так, все субъекты создали ИКНЕ, которые следствие считает экстремистским сообществом, в то же время следствие квалифицирует участие субъектов к ИКНЕ по статье 239 УК РФ. По сути, деяние и событие одно, а следствие дает двойную квалификацию. Четвертое. В отношении ИКНЕ отсутствует доказательства осуществления ею какой-либо преступной деятельности. Нет ни свидетельских показаний, ни ОРМ, нет ни одного свидетеля, которого вербовал субъект с целью совершения преступления. Пятое. Умысел при организации участия в митинге направлен на пресечение противоправных действий должностных лиц правительства Республики Ингушетия в части незаконной передачи земель в ведение Чеченской Республики. В материалах уголовного дела имеется сведения о подаче депутатами, и в том числе нашими подзащитными, заявлений в различные следственные органы прокуратуры и суда. Шестое. Относительно вмененной статьей 318 УК РФ это вообще полный абсурд. В уголовном деле нет ни одного свидетеля, который говорит о том, что преступление, в данном случае мой подзащитный Барахоев, призывал кого-то к применению насилия в отношении представителей власти. Более того, есть свидетели, которые говорят, и среди самих полицейских и Росгвардии, что Барахоев призывал всех успокоиться. Нет ни одного доказательства, что он принимал участие в организации митинга с целью причинения насилия в отношении представителей власти. Не установлен, его и нет, единого умысла у организатора и исполнителя. Предполагаю, что по уголовным делам, по которым уже судили людей по 318, у них не было квалификации по статье 333 УК РФ. В обвинении, кроме того, не расписана объективная сторона организации преступления. Седьмое. Свидетели из числа сотрудников правоохранительных органов допрошены односторонне.
происходит описание вытеснения митингующих и другие подробности, которые не относятся к расследованию уголовному делу. Скорее всего, данные показания нужны для съемок документального фильма. При допросе в суде ни один из свидетелей не смог подтвердить свои свидетельские показания, данные на следствие в том виде, в котором они изначально были написаны следователем. Я повторю, что следователем. 8. Глупая ситуация обстоит смененной статьей 239 УК РФ. При квалификации действий по данной статье сама по себе организация должна быть создана в целях нарушения прав граждан. В данном случае, даже если следствие квалифицирует действия субъекта по этой статье, основываясь на том, что он организовал незаконный митинг, точнее продолжит, какое отношение имеет сама организация к данному факту? Да никакого. Если, предположим, руководитель такой организации совершает ряд преступлений, это не означает, что организация создана в таких целях. Это же абсурд. К примеру, националисты создают организацию «Белая кровь», целью которой является дискриминация и унижение лиц азиатской национальности. В таком случае возможно квалифицировать действия по статье 239 УК РФ, но это же абсурдно. Вывод. В деле не имеется сведений о подготовке, планировании или совершении каких-либо преступлений экстремистского характера. В деле отсутствуют сведения об организации преступлений, предусмотренных статьей 318 УК РФ. В деле отсутствуют доказательства о том, что деятельность ИКНЕ направлена на нарушение прав граждан. Отсутствует законность действия сотрудников правоохранительных органов в части штурма митингующих и их вытеснения с площади. В случае совершения административного правонарушения виновное лицо подлежит доставлению в отдел полиции и составлению в отношении него административного материала, либо данный материал составляется на месте. Такие сведения отсутствуют в материалах настоящего уголовного дела. Изначально было требование разойтись. Последовал штурм, а следом составление материала в отношении некоторых лиц. Насколько обоснованно необходимо было применение силы? Кто были из сотрудников полиции предлагал пройти гражданам в отдел полиции для разбирательства? В чем заключается законность требований разойтись и покинуть площадь? В протоколах осмотров предметов и документов, осмотр видеозаписи, содержится общая информация о том, что в ходе митинга, на котором присутствовал Барахоев, митингующие бросали различные предметы представителей власти. Какой-либо информации о том, что мой подзащитный причастен к данным действиям, не имеется, как в принципе и по всем остальным подзащитным. Согласно протоколу осмотра предметов от 19 апреля 2019 года, осмотрена видеозапись с названием МВА 0552, на которой запечатлено, как митингующим неоднократно подъезжает автомобиль полиции, из которого по громкоговорителю участников митинга призывает разойтись. Уважаемые граждане, с 18 часов 26 марта вы принимаете участие в несанкционированном мероприятии. Просим вас покинуть площадь МГТРК Ингушетия. В случае неповиновения законным требованиям сотрудника вы будете привлечены к административной ответственности. Данное доказательство, если оно достоверно, указывает на то, что всех митингующих уведомили о нарушении и, учитывая, что митингующие не собирались покидать площадь, готовы быть привлечены к административной ответственности. Какой-либо информации о том, что сотрудникам полиции были предприняты меры доставления митингующих в отдел полиции или составления административного материала на месте, не имеется. Отдельно хотел бы высказаться по выступлению в прениях стороны обвинения. У меня реально такое чувство, что они вообще отсутствовали во всем этом судебном процессе, который проходил в течение всего этого года. Все, что они зачитали с бумажки, это краткие выдержки из обвинительного заключения, без какого-либо указания на доказательства, которые следовали в суде. Я неоднократно указывал ранее в суде, что у нас процесс состязательный, и прокурор обязан убедить суд, согласно каким доказательствам подтверждается вина каждого подсудимого по каждому вменяемому эпизоду совершения преступлений. Так вот, наши прокуроры отстранились от указанной функции. Они считают, что той макулатуры, а по-другому, я извиняюсь, назвать это не могу, материала настоящего уголовного дела, будет достаточно для вынесения обвинительного приговора. В нашей стороне, к моему глубокому сожалению, все материалы уголовных дел, направленные в суд, автоматически превращаются в обвинительный приговор, который засеивает суд. Вот именно на это и надеются наши прокуроры. Но такого не будет в этом уголовном деле, так как нет ни одного доказательства вины наших подзащитных. Поэтому у суда нет никакого иного выхода, кроме как вынести оправдательный приговор всем нашим подзащитным. Уважаемый суд, прошу оправдать всех наших подзащитных в полном объеме.